Доброе утро, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. В эфире телепередача «Утро Якутии». И сегодня в студии Полина Долинская и Руслан Ачиров. Сегодня на календаре 24 февраля, среда. Это рабочая неделя короткая, и мы намерены ее завершить с хорошим настроением. Сегодня мы встретим утро вместе с вами и расскажем о самых интересных и полезных новостях. По традиции мы зарядимся вместе с нашим фитнес-тренером. Узнаем у нашей главной огородницы Варвары Ивановны, когда сажать перцы. Рубрика «Советы доктора» поможет вам и нам избавиться от вредных привычек. А также сегодня у нас очень интересные гости. Мы узнаем у эксперта колористики о модных тенденциях в стрижках и окрашивании. А также поговорим с бизнес-тренером о том, как увеличить прибыль с продаж. Также хотим напомнить вам, что мы принимаем ваши пожелания, предложения и поздравления, а также вопросы на наш WhatsApp номер, который звучит следующим образом: 8 914 273 44 88. Пишите и делитесь с нами хорошим настроением. Чтобы продуктивно начать этот день, надо узнать, что же нам сегодня подготовила погода. По данным Якутского гидрометеоцентра, в центральных районах столбик термометра покажет минус 41, минус 44 градуса. В заречной группе ожидается 41 градус со знаком минус. В южных 36 градусов ниже 0, а в Вилюйской группе минус 37. В Нижнеленских районах прогнозируют похолодание до минус 42 градусов, в западных похолодает до минус 37, а в Колымо-Андигирской группе улусов прогнозируют заморозки 46 градусов со знаком минус. Также похолодает и в Янском районе минус 47. На северо-западе столбик термометра покажет 44 градуса со знаком минус. В 6 часов утра в городе Якутске температура воздуха составила минус 39 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Полный штиль, безветренно. Сегодня в течение дня преимущественно без осадков, ветер западный с порывами от 1 до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 26, минус 28 градусов. В списке популярных подарков на минувшее 23 февраля сменился лидер. Ну а к нам присоединяется наш новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, доброе утро. Доброе утро. Василий, что же чаще дарили мужчинам? Носки и автомобильные принадлежности на этот раз отошли даже не то чтобы на второй план, они вошли в первую пятерку. Третье место занимают ювелирные украшения, на втором месте часы, а на первом, как это ни странно, спортивные товары. Ну а теперь к главным событиям этого утра. Некоторые услуги и товары россиянам лучше оплачивать банковской картой, а не наличными, чтобы в будущем легче было получить по ним налоговые вычеты. Это лекарства, образовательные услуги для себя и детей, а также медицинские услуги для всех членов семьи. Напомним, налоговая служба сейчас готовит упрощенный механизм получения социальных налоговых вычетов. Чтобы получить деньги, россиянам не придется подавать никаких документов. Налоговики сделают все сами на основании данных онлайн-касс. Наиболее популярные в этой категории вычеты на образование. Можно вернуть себе часть затрат на обучение себя, своих детей, подопечных, братьев и сестер. Главное, чтобы школа, которая оказывает эти услуги, например, курсы повышения квалификации или иностранного языка, имела лицензию образовательного учреждения. Третья вакцина от ковида может стать основной. Ее уже зарегистрировали в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Препарат Ковивак разработал научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чувакова-РАН. Первые 120 тысяч доз вакцины запустят в гражданский оборот уже в середине марта. Отметим, что сегодня Россия единственная страна, где есть уже 3 вакцины для профилактики коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения назвали сроки завершения пандемии коронавируса. Предрекают, что это произойдет лишь в начале следующего года. По мнению коллегии, худший сценарий позади, однако вирус не исчезнет из человеческой популяции, но к обозначенному сроку отпадает потребность в ограничениях. При этом отметили, что это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация далее. Напомним, в середине февраля представитель ВОЗ в России заявила, что третья
третья волна коронавируса возможна, если люди не будут осторожны и соблюдать меры предосторожности. Ученики средних и старших классов Саха-политехнического лицея, обучающиеся в основном корпусе в Якутске, перейдут на дистанционное обучение до 5 марта. Решение принято из-за увеличения заболевших ОРВИ и коронавирусом детей. При этом не касается тех, кто учится в дополнительных зданиях, сказал начальник управления образования Якутска Алексей Семенов. По его словам, в дополнительных зданиях учатся ученики начальных классов. Записать детей в школу теперь можно будет через госуслуги. В Министерстве просвещения России подготовили проект соответствующего приказа. В нем говорится, что запись в школы должна проходить и в электронном виде. Производиться это будет посредством единого портала государственных и муниципальных услуг. Теперь проекту приказа Минпросвещения нужно пройти согласование с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны. Приказ также устанавливает временные интервалы для записи, чтобы прием проводился организованно и в равных условиях. Собака из Калининграда признана лучшим спасателем России. 8-летний Акай породы бордер-колли несет службу в поисково-спасательном отряде МЧС. Пес работает в тандеме со спасателем 2 класса Александром Александровым, который в прошлом году стал лучшим спасателем-кинологом ведомства. Акай быстро и четко выполняет все команды, какими сложными бы они ни были. В прошлом году он принял участие в 32 поисково-спасательных операциях отряда МЧС России по Калининградской области. Однако удивительный пес работает не только в своем регионе, а помогает в различных мероприятиях по всей России. К этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Ну а мы продолжаем далее. Удивительная способность. Житель казахского города Актау, 13-летний Азамат Нуркажа, удивляет своей необычной гибкостью. По словам матери Азамата, талант сына она распознала, когда ему было всего 3 года. Тогда ребенок научился сворачиваться в калачик, а также садиться на шпагат. В 5 лет мальчик уже умел класть ногу на шею. Свой талант Азамат научился использовать и в творчестве. Сейчас он играет на домбре в оркестре детской музыкальной школы. Как отмечает сам мальчик, в гимнастике он видит только лишь свое хобби. Хотя и хотел бы попасть в книгу рекордов Гиннесса и закрепить за собой звание пластилинового мальчика. Главным образом он мечтает стать высококлассным домбристом и начать свою гастрольную деятельность. Ну, как говорится, в день 2 раза вот это упражнение делай, и позвоночник не будет болеть. Но чтобы быть гибким и энергичным, делайте утреннюю зарядку вместе с нами. Доброе утро, меня зовут Мари, я фитнес-тренер. Я покажу сегодня отличную зарядку, которая заряжает на полный день. И поехали! Итак, первое упражнение. Мы ручки напрягли, прикрыли пах, встали на носки. И делаем выпрыжку на носках, ножки в стороны вместе и ручки над собой поднимаем. Работаем в течение 20 секунд, отдыхаем 10 секунд. Итак, второе упражнение. Мы делаем выпад назад, колено 90 градусов, спинка прямая, в поясничке легкий прогиб. Работаем также в течение 20 секунд, отдыхаем 10. Итак, третье упражнение. Из состояния прямо мы ползем в планочку, не опускаемся вниз, просто зафиксированный корпус и обратно поднимаемся на прямые ножки, наверху выдох. Четвертое упражнение. Мы садимся в стул, делаем легкую выпрыжку вверх на носки и обратно также приземляемся мягко на носки. Колени 90 градусов, ягодицы отводим назад, в пояснице легкий прогиб. Пятое упражнение. Мы делаем выпрыжку на носках вперед-назад, при этом совершаем удары ручками. Из состояния стульчик, из приседа, мы совершаем подъем вверх, делаем локоть колено на выдохе, обратно возвращаемся в стул, делаем носок, ручка, обратно в стул, противоположная рука, опять колено, опять сели в стул и опять противоположный носочек на выдохе. Ну что, была отличная зарядка, желаю всем прекрасного дня и пока!
Руслан, а как ты относишься к астрологии? Веришь ли ты в то, что во всем виноват ретроградный Меркурий? Ну, я думаю, в некоторых случаях, когда у тебя есть какие-то неудачи, то достаточно удобно списывать свои проблемы на планеты, но в какой-то мере это немного успокаивает. Но, тем не менее, я обычно с интересом смотрю гороскоп, что и предлагаю сделать нашим телезрителям. Овен. Не исключено, что на этой неделе вам придется тушить разногласия между родственниками, коллегами или соседями. К концу недели вам рекомендуется слегка снизить финансовый аппетит. Попробуйте рассмотреть бюджетные аналоги тех вещей, которые хотели приобрести. Телец. Неделя благоприятная, не грузит проблемами, но и интересных событий также пока не предвидится. Все важные решения перенесите на следующую неделю. Гороскоп рекомендует в этот период избегать легковерности. Близнецы. Неделя благоволит вам в переходе на новый этап в романтических отношениях, созданию делового партнерства и поиску нового способа улучшения своего благосостояния. Вам в этот период не нужно тратить время на иллюзии, а следует заняться реальным делом. Рак. В личных делах гороскоп советует нацелиться на обновление отношений. Есть все шансы, что ваши желания будут удовлетворены. Не отказывайтесь от свежих идей и от необычного взгляда на происходящее в основных сферах вашей жизни. Лев. Обстоятельства этой недели сложатся для вас самым замечательным образом. Даже цели, которые, как казалось, нет возможности осуществить, могут теперь реализоваться. Ближе к выходным вы получите возможность расслабиться. Звезды советуют полностью или частично приостановить информационный поток. Дева. Проанализируйте цель, которую поставили перед собой. Если она слишком сложна или требует жертв, быть может, следует переключить внимание на что-то другое. Положительной тенденцией в личных делах станет укрепление взаимосвязи с кем-то из близких, но до настоящей идиллии пока далеко. Весы. События этой недели заставят вас защищать завоеванный ранее успех. Кто бы на него ни покусился, не теряйте привычной уверенности в своих силах. В личных отношениях не бойтесь показаться слегка наивным или немного забавным человеком. Скорпион. Ваши энергетические ресурсы во второй половине недели будут достаточно высоки. Не бойтесь усталости, взяв на себя сложный домашний проект или приступив к физическим тренировкам. Самочувствие еще больше окрепнет, если оградите себя от негативного новостного фона. Стрелец. Вам на этой неделе, скорее всего, не избежать обид и огорчений. Тот, чьи слова вас задели, уже через короткое время может оказать вам ценную услугу. Гороскоп рекомендует избегать радикальности буквально во всем. В сфере общения, в области чувств, решая финансовые или бытовые вопросы. Козерог. Уровень энергии типичных представителей вашего знака будет достаточно высок, но может не хватить запала для реализации чего-то по-настоящему серьезного. Расходуйте энергетический потенциал разумно, не забывая о полноценном отдыхе. Положительная динамика недели распространится и на личную жизнь. Водолей. Ваше непосредственное участие на этой неделе может потребоваться во многих делах. Ближе к выходным станет понятно, что приложенные вами усилия были далеко не напрасными. Но не посвящайте посторонних в свои удачи. Для вас всегда высок риск появления завистников и плагиата ваших идей. Рыбы. На этой неделе вы получите надежду на улучшение в материальных делах. Также звезды советуют избегать полунамеков в ходе личных бесед. Чем яснее изложите главную мысль, тем выше шанс, что она получит поддержку. Вторую половину недели рекомендуется посвятить отдыху в максимально расслабленной обстановке. Ну и как тебе перспективы на предстоящую неделю? Ну, согласно моему знаку, то есть я так понял, что если я поставил какую-то цель определенную, да, и если я понимаю, что я ее не достигну, то можно, в принципе, переключиться на другую. Очень интересный гороскоп на сегодня. Кстати, я Дева, а ты? Я Скорпион, и, кстати, очень полезную информацию я услышала. Вот как раз-таки все, что я запланировала еще в эти выходные. Либо взять новый проект и посвятить себя ему полностью, либо пойти в спортзал. Ну а специфика моей работы все-таки не позволит мне ограничить новостной фон. Ну что, друзья, у нас уже приближается весна, а весна — это, как известно, время преображения, но не только у природы, но также у прекрасной половины человечества. И, конечно же, по весне мы всегда замечаем, что у каждой девушки есть свой индивидуальный стиль, который она хочет подчеркнуть и выделиться из толпы. Ну а о модных новинках весны 2021 года мы узнаем в следующем сюжете.
Чтобы выглядеть безупречно в актуальных моделях, на помощь нам приходят глянцевые журналы, которые чаще всего помогают нам натренировать насмотренность. Но для того, чтобы не выглядеть глупо даже при наличии всех модных новинок, мы обратились за консультацией к стилисту Дарье Соколовой. Время, когда вот как раз хиппи были, анархия, там вот это смешение несмешиваемого, короче, ношение, да, все подряд. Какие цвета и материалы будут актуальны в этом сезоне весной 2021 года? На 2021 год в актуальны такие цвета, как фиолетовый, очень хорошо заходят сейчас терракотовые цвета, синий электрик, то есть это такой насыщенный синий цвет. Также сейчас в моде более пастельные оттенки, желтые, фисташковые и так далее. Но если говорить именно о актуальных материалах, то можно отдать сейчас большое предпочтение – это лаковая одежда. Это и лаковые юбки, лаковая обувь и во всех его проявлениях. Но я, конечно, рекомендую свести это больше к аксессуарам, нежели к повседневной одежде. Также эко-кожа, она как была популярна, скажем, 2 сезона назад, точно так же популярна и сейчас. Самое время покупать и кожаные бермуды, и брюки, и юбки, и даже пиджаки. Вот. Также шерсть, то есть это теплые такие вязаные какие-то вещи, очень интересные, с бахромой, возможно, да, также сейчас в тренде. Ну и, конечно, сейчас продолжает быть в моде трикотаж. Каждая девушка встречалась с проблемой, когда нечего надеть и при этом некуда складывать. Решение этой проблемы было придумано еще в 70-е годы прошлого столетия, когда возникла идея создания капсульного гардероба. Капсула – это набор элементов гардероба, которые комбинируются между собой по назначению, цветовой гамме и стилевому направлению. Когда мы начинаем собирать образ, очень важно обращать внимание на свою визуальную зону. То есть она должна быть у нас в соответствии с тем, куда мы идем и что мы планируем делать. В данном случае у нас такая интересная клетчатая юбка и вот такой вот базовый свитер, который хорошо подойдет, в принципе, на любое мероприятие. Это будет достаточно уместно и хорошо выглядеть. Дальше. Эту же юбку мы оставляем, например, и, скажем так, меняем, да, событийность и хотим, скажем так, отправиться уже на вечер, возможно, куда-то, провести время с друзьями, с подругами. Можем взять уже более яркую акцентную блузку, которая подчеркнет, опять же, визуальную зону, сделает ее более выразительной, заметной. То есть заправить все это дело в юбочку и, да, отправиться на какое-то интересное мероприятие, дополнив более яркими аксессуарами или помадой. Оставляем эту юбку, мы находимся в более комфортной обуви и добавляем вот такую вот расслабленную объемную рубашку из замши, например. Да? Можем дополнить здесь ремень на талию для того, чтобы подчеркнуть ее, или же можем оставить расслабленную историю, добавить под низ белую футболку. Это уже будет такой более повседневный образ. Мода циклична, но улыбка и хорошее настроение – это то, что актуально в любом сезоне. Надевайте каждый день и носите с удовольствием. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск. Ну что, дорогие друзья, мы рады приветствовать всех, кто к нам присоединился на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Утро Якутии в эфире. Ну а какие сейчас модные тенденции в стрижках и окрашивании? Мы поговорим с колористом-парикмахером Натальей Новородской. Доброе утро. Доброе утро. Стилисты и бьюти-эксперты, они отмечают, что именно от стрижки зависит вот эффективность образа, имиджа, вот, которые большинство девушек и женщин стараются подчеркнуть по весне. Вот как вы считаете, лучше изменить привычную прическу кардинальной сменой имиджа или же вот медленных, но каких-то верных изменений лучше придерживаться? Да. Конечно, сейчас очень модно разные стрижки, разные окрашивания, да, которые могут и подчеркнуть и молодежь, так сказать, и взрослых уже женщин. Да? Но все-таки лучше, конечно, придерживаться классики, потому что классику можно изменять. Допустим, я очень люблю классические стрижки на длинные, на средние, на короткие волосы, да, но ее можно сделать так, что потом уже сами девушки могут дома их укладывать в красивые локоны, допустим, делать объем. Также, допустим, что касается стрижек, то... Так, а повторите, пожалуйста, вопрос. Как лучше девушкам сейчас поступить по весне? Кардинально сменить свой имидж или же постепенно начинать с деталей каких-то? Вы знаете, это зависит у каждой девушки свой этап выхода в какой-то новый имидж. Некоторые можно сразу же пришли и кардинально были длинные, отрезали в каре, потому что волосы – это всегда энергия, которую мы ее копим с годами. Вот. И потом, если что-то случается,
мы все на гормонах. И поэтому сразу же хочется что-то изменить. И в первую очередь, конечно, волосы попадают под это У волосы. меня сразу встречный вопрос. А случалось ли вам встретиться с такой клиенткой, которая кардинально хочет изменить свой Да. имидж, а вам еще приходилось ее отговаривать от этого? На самом деле, я очень люблю таких клиентов, когда они приходят и вот с такими красивыми, богатыми волосами и говорят: все, я ждала это всю жизнь, стригите. Я говорю: нет. Нет, говорит, стригите. И все, на самом деле... Очень часто даже меня за это хайпят, то, что я очень люблю стричь именно короткие формы стрижек, и люди на самом деле тянутся, потому что очень многие мастера даже отказывают в этом, потому что приходят, говорят, что я хочу кардинально изменить свою жизнь, они говорят: вы что, берегите ваши волосы? Нет! Я говорю: давайте. Конечно, иногда я могу и уговаривать, что давайте вернем или постепенно перейдем в какую-то определенную длину, потому что для некоторых это стресс, это большой стресс, и потихонечку, медленным, но верным шагом мы идем к намеченной длины, которая идеально подходит, потому что чаще всего ко мне приходят клиенты с вопросом: что подойдет мне? По типу лица, по структуре волос, да, чтобы это было комфортно укладывать, чтобы это визуально выглядело очень эффектно и легко. Какая-то присутствовала грация. Вот, и всегда я смотрю как визуал и советую, конечно. А что по мужским прическам? Вот я не мужской мастер. Да? Но я знаю ребят, которые очень хорошо стригут именно мужчин. Вот. Но, конечно, я знаю, что форма абсолютно у мужчин другая. Я, кстати, на начале своего этапа, как парикмахер, я хотела стать именно мужским мастером. Но потом что-то пошло не так. И все-таки я перешла на женскую половину и решила, что, конечно, я очень люблю именно женскую форму. И мне очень нравится, когда я могу помочь людям именно подобрать то, что им будет комфортно потом носить. А вот какие рекомендации можете дать бизнес-леди, либо женщинам категории 40+, вот, и либо молодым и активным девушкам? Конечно, для категории уже дам 40+, надо что-то было легкое, комфортное, объемное, чтобы меньше тратить время на, в первую очередь, укладку. Потому что обычно все бизнес-леди, и не только, они настолько вот экономят свое время, что лишнее потратить полчаса – это очень много. Поэтому, конечно, это что-то должно быть очень красиво, объемно, очень легко должно укладываться, очень красиво держать форму. Можно даже добавить чуть-чуть челочку. Но чаще всего, конечно, как показывает практика, это все формы каре. Это все, что выше плеча. Обычно подходит абсолютно всем. И молодежи, и также уже взрослым женщинам. Молодежь сейчас все любит. Сейчас очень актуальны стрижки, это малец. Знаете, помните, как вот Виктор Цой? Получается, здесь было очень коротко, а здесь длинное. Вот сейчас все поголовно. То есть это тренд, да? Да, это тренд. И когда мне пишут, я человек-классик, который любит, чтобы было все симметрично, идеально, гладко. Когда мне такое скидывают, я, конечно, отказываюсь, но я понимаю, что это просто тренд, и он в любом случае пройдет, и люди все равно вернутся к классике. То есть классика, она превалирует перед Да, всеми да, трендами? всегда, абсолютно. Потому что самые идеальные симметричные формы, которые все могут подчеркнуть красивый овал лица. Потому что мы, девушки, мы всегда стремимся к тому, чтобы был красивый овал, все аккуратненько, ухоженно, чтобы височки были закрыты, такое личико нежное. Вот. Мода, она, конечно же, циклична. И вот если сейчас возвращаются прически, которые были популярны в 80-х, 90-х годах, есть ли вероятность того, что к нам вернется химическая завивка? На самом деле она даже не уходила. Она есть. Я ее не делаю, потому что я чуть-чуть противник химии. Но я знаю, конечно, тех, кто это делает, и тех клиентов, которым это необходимо. Вот. Но чаще всего можно подобрать даже в стрижке объем такой, чтобы химическая завивка не нужна была. Конечно, если вы хотите какие-то красивые локоны, то можно добавить. Но на самом деле я
такой ярый противник химии. Удобная прическа – это, конечно, полдела. А вот как с цветом для волос? Как определиться, как лучше подобрать? Конечно, всегда смотрим по цветотипу, потому что чаще всего то, что хочет клиент, он это смотрит на картинках, а на себе представить это очень сложно. И когда человек приходит, то в первую очередь я смотрю всегда на клиента, что ему подойдет по цвету. И, конечно, бывают такие ситуации, когда мы отговариваем. И чаще всего в погоне за цветом можно потерять, к сожалению, качество волос. Вот. Поэтому об этом тоже всегда мы говорим. И чаще всего все девушки приходят к тому, что лучше все-таки сохранить качество волос. А есть ли какая-то разница, вот, допустим, когда в домашних условиях, да, красят волосы? Есть. А в чем? Нет, только не в домашних. Конечно, я просто знаю таких девушек, которые красятся в домашних условиях, и поверьте, они очень хорошо красятся, но это единицы, потому что чаще всего, конечно, для того, чтобы делать какие-то окрашивания в домашних условиях, надо понимать все химические процессы. Это очень опасно, это может привести к очень плачевным ситуациям, и я много таких примеров знаю, когда люди могут прям потерять волосы, поэтому я прям всех побуждаю это не делать. Лучше все-таки приходить к специалисту. Мы не зря учимся постоянно, но для того, чтобы делать всех красивее. Большое вам спасибо за это Всего вам потрясающее спасибо интервью. большое. Всего доброго. Полина, угадай, что помогает в укреплении иммунитета, профилактике лечения анемии, способствует улучшению пищеварения, снижению веса, полезно для зубов и десен, есть эффект детокса, то есть очищения организма, полезен в профилактике гипертонии и обладает еще антираковой защитой? Ну, вообще, на самом деле, я бы на каждый из этих пунктов могла бы привести пример хотя бы из одного препарата, но я понимаю, это вопрос какой-то с подвохом, и ты сейчас подводишь к тому, что есть какое-то супер инновационное средство. Ну, на самом деле, я думаю, тебя сейчас удивит ответ, как и, впрочем, наших телезрителей. Дело в том, что я описал полезные свойства обычного сладкого перца. Ну, а как правильно посадить рассаду, как вырастить хорошие перцы, смотрите в нашей следующей рубрике «Сад и огород». Здравствуйте, мои садоводы и огородники. Сегодня я вам хочу рассказать, как сажать перцы. На сегодня это очень актуальная тема, но прежде всего я хочу сказать, что перцы нужно сажать не раньше 23 февраля. Это самые приемлемые сроки для нашего климата. Решила в этом году посадить вот такие вот сорта. Многие люди вот сажают, это уже как бы проверенный сорт «Ласточка», и многие его сажают. Я решила тоже попробовать. Смотрите, мы, значит, берем пакетик, и чтобы семена, они тугоухие, они очень плохо всходят. Для того, чтобы они быстро проросли, я вот делаю такую хитрость. Высыпаю их, да, и в аптеке продается 3% перекись водорода. Этой чистой перекисью водорода мы перчики заливаем. Залили и оставляем на 10-15 до 20 минут, не больше. Затем перчики я вот уже промыла, да? Никаких сложностей нет, никаких. Землю обязательно нужно пролить фитоспорином. Вот у меня все виды, все прописано. Фитоспорин всегда есть. Вообще фитоспорином я рекомендую пользоваться всегда. При посадке рассады, когда сеете, потом, когда пересаживаете в теплицу, потом в огороде. Прежде чем, допустим, что-то сделать с землей, обязательно вы делаете пролив именно фитоспоринчиком. Можно эмбиотой. Затем делаем луночки абсолютно спокойно. Вот сделали вот такие бороздочки, да, и в эти бороздочки уже промытые семена кладем прямо в бороздки.
часто не надо, чтобы вам потом удобно было пикировать. Можно сажать, конечно, и в таблетки, то тогда еще лучше будет, потому что не будет травмироваться. Перчики не очень любят пересадки, поэтому можно посадить прямо в таблеточку. Вот. Прямо удобно очень. Вот так вот берете и сажаете прямо вот. Видно всем хорошо? Вот смотрите, да? Вот так вот. И потом эти бороздочки все снова присыпали земелькой. Вот таким образом посадим. Видите? Все. А затем берем, закрываем. Я вот так вот подписываю еще. Да? Обязательно подписать нужно. Допустим, ласточка. Ласточка посеяна такого-то числа. И это все прикрепляю сюда. Вот. На пакетике обязательно тоже напишите. Это для себя, чтобы вы знали. Вот обязательно мы пишем, что тоже какого числа мы посадили. Пакетики это храните, пока у вас не вырастут перчики. Эти перчики я посадила 13.01 для того, чтобы вам показать, как они растут прекрасно. Всем желаю удачи. До новых встреч. В нашей студии снова появился Василий Радченко. Это значит, пришло время последних и свежих новостей. Василий, передаем тебе слово. Роструд напомнил работодателям об опасностях при очистке крыш от снега. При этом нужно усилить меры безопасности. До начала следует оценить риски самопроизвольного схода снега, образования завалов, падения и травмирования работников. После принять меры по их снижению. Также сказано, что к таким мероприятиям допускаются работники, исключительно прошедшие обучение и инструктаж. Не допускаются привлекать лиц моложе 18 лет. Важнейшим требованием к работодателю является обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты, в том числе специальной одеждой и обувью. Вместо глобального потепления человечество ждет малый ледниковый период. Об этом заявил океанолог, академик РАН Геннадий Матишев. Также ученый заявил, что если бы были правы сторонники теории о глобальном потеплении, то лед в Арктике бы уже растаял. По его словам, теплый период подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла. Он подчеркнул, что климат цикличен и призвал обратить внимание на Антарктиду. МВД разработала правила доставки граждан в вытрезвители. В проекте приказа сказано, что таких лиц будут отправлять не только в отделение полиции, но и в специальные медучреждения. При необходимости полицейские будут оказывать первую помощь на месте и вызывать медиков. В вытрезвители будут доставлять и лиц, находящихся в жилище, если есть основания считать, что они могут принести вред другим гражданам или имуществу, а также по письменному заявлению граждан, находящихся с ними. Презентация нового выпуска сборника стихов «Саяр Сарел» прошла в Якутске. В книгу вошли стихи авторов из 23 районов региона литературно-поэтической лаборатории при ресурсном проектном центре. В этом году было представлено 4 сборника на якутском языке: о якутской зиме, стихи о подснежнике, сборник стихов для детей, а также к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждый сборник выпущен тиражом до 150 штук. Жители столицы смогут приобрести их в ресурсном проектном центре. Уже настроены так, что будем еще писать, работать. Сейчас уже готовим еще 2 сборника, готовим, вот, посвященные к осенью, так, и уже посвященный к патриотизму республики. Вот. Ну, хоть год патриотизма прошло, но все-таки человек должен быть, ну, особенно творческий человек, должен быть патриотом своей родины. В столице республики в Ледовом дворце Элей Ботур состоялся финал открытого городского чемпионата по хоккею. В состязаниях приняли участие 17 команд из города Якутска, а также из Хангаласского, Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского районов. Всего 255 участников из 3 лиг – это ветераны, 2-я и высшая лиги.
Так, по итогам состязаний первые места завоевали команды «Ветеран», «Норд» и «Якутск-1». Примечательно, что это первый чемпионат за долгий период. В прошлом году регулярные состязания были прерваны еще в марте в связи с эпидемиологической ситуацией. Как признаются спортсмены, первенство они заменили регулярными тренировками, а также дружескими, практически дворовыми матчами. Сегодня у нас большой праздник, 23 февраля в нашей стране. И примечательно то, что финальная игра проходит 23 февраля. Ведь хоккей – это игра для настоящих мужчин. Трус не играет в хоккей. И защищать Отечество – это тоже дело мужское. Сегодня мужчины защищали ворота свои от шайбы оппонента. А если что, завтра готовы защитить Отечество. К этой минуте у меня все. Хорошего вам дня. Спасибо, Василий. Ну а мы продолжаем. Сегодня 24 февраля, и в этот день, 83 года назад, была выпущена самая первая зубная щетка с синтетическим волокном. Вот такая вот сегодня дата. А также мы узнаем, какие еще важные события произошли в этот день в следующей нашей постоянной рубрике «Даты и события». 24 февраля – день рождения лотереи. Первая из известных лотерей состоялась в 1466 году в Бельгии. Сегодня также День флага Мексики. Отмечается в стране ежегодно и является одним из главных национальных праздников. Также 24 февраля – Великий Велесов день. Славянский праздник, посвященный богу Велесу Зимнему, покровителю скота и лесного зверья. По народному календарю морозы в этот день считались последними. 24 февраля – памятная дата для кубинского народа, день начала войны за независимость Кубы. Новое революционное движение началось в 1895 году. Оно стремилось к установлению социализма и свержению испанского правительства. Папа Римский Григорий XIII в 1582 году в этот день издал буллу о переходе на новый, астрономически более верный Григорианский календарь. Прежний юлианский календарь вел еще в 45 году до нашей эры Юлий Цезарь. В этот день в 1852 году Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». 24 февраля 1973 года в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное невероятное». Вел ее советский ученый Сергей Капица, сын Нобелевского лауреата. В этот день в 1744 году родился Федор Ушаков, русский флотоводец и адмирал. 24 февраля 1786 года появился на свет Вильгельм Гримм, немецкий филолог, один из братьев-сказочников. В 1932 году в этот день родилась Майя Кристалинская, советская эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР. 24 февраля 1955 года родился Стив Джобс, американский предприниматель, основатель и руководитель корпорации Apple. Именины в этот день празднуют Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар и Порфирий. Давай. Сегодня, кстати, мы посмотрели даты и события. 24 февраля родился Стив Джобс. Я хотел Полину также поздравить, ее сына сегодня день рождения. Спасибо большое, очень приятно. Сегодня я своему сыну как раз-таки скажу, что ты родился в день рождения вместе со Стивом Джобсом. Так что тебе есть к чему стремиться. Действительно. Ну что, за прошлый год жители России рефинансировали 234 тысячи ипотечных кредитов на сумму порядка 600 миллиардов рублей. По данным аналитического центра Дом.РФ, по сравнению с 2019 годом, доля рефинансирования в общей выдаче ипотеки выросла более чем в 2 раза, до 13,7%. Как отмечают авторы исследования, такая динамика, она была обусловлена заметным снижением ставок по жилищным займам по России. О том, как правильно рефинансировать свои кредиты, в нашей рубрике «Финансовая грамотность». Что такое рефинансирование кредита? Это банковская услуга, которая позволяет погасить старый кредит за счет нового на более комфортных условиях. Как это работает? Допустим, несколько лет назад вы взяли кредит и в срок платили ежемесячные взносы. Но за это время ставки по новым кредитам снизились, и вы тоже хотите снизить ставку по своему кредиту. Вы можете попробовать рефинансировать его в своем банке или посмотреть аналогичное предложение в других. Для начала уточните, подходит ли ваш кредит под условия рефинансирования в выбранном банке.
подайте заявку. Укажите информацию о доходах, данные паспорта и приложите договор на выданный кредит. Банк может запросить и другие документы. Если заявку одобрят, вы подпишете дополнительное соглашение с новым графиком платежей или получите новый кредит, чтобы погасить старый. Теперь у вас новый кредит на более комфортных условиях. Будете платить меньше каждый месяц или рассчитаетесь быстрее, сократив срок выплат. Если у вас несколько кредитов, некоторые банки предлагают объединить их и рефинансировать все сразу. Так вы будете погашать всего один кредит в одном банке на новых условиях. Учтите, при рефинансировании вам могут предложить дополнительные услуги, например, страхование жизни. Вы имеете право отказаться от этого предложения, но тогда ставка по кредиту может стать выше. Принимая решение, тщательно оцените все варианты и возможную выгоду. Подробнее о кредитах читайте на fincult.info. Ну что, дорогие друзья, мы рады всех вновь приветствовать на каналах Якутия-24 и НВК Саха в эфире «Утро Якутии». Ну, а у нас очень интересный гость – это Алена Шкулепа, бизнес-психолог, тренер, специалист по работе с персоналом. Доброе утро. Доброе утро. Алена, вы бизнес-психолог. На днях вы презентовали новую книгу об успешных продажах. Поделитесь, почему вы решили ее написать? Хороший вопрос, спасибо, что спросили. Я решила написать эту книгу, потому что я, честно говоря, уже достаточно давно занимаюсь этой темой, продажами. Уже вот совсем недавно было 11 лет, как я вот в этой всей профессии. И как-то у меня родилась идея про то, что нужно поделиться просто с людьми этой информацией, потому что тренинги тренингами, но некоторые, во-первых, если мы говорим про Якутию, не все имеют возможность вообще, честно говоря, тренера себе привести, я прекрасно понимаю эти ограничения, а какие-то фишки предпринимателям очень нужны. И у меня было такие две задачи. Одна была задача, мне очень хотелось из своей головы выгрузить все, что я про это знаю, для того, чтобы как-то вот она освободилась на новую информацию. А другая, конечно, была задача дать предпринимателям инструмент, который они могут самостоятельно использовать. И даже когда сейчас кто-то здесь у меня заказывает тренинги, вот это такой хороший учебник, который идет вдогонку под что можно дальше корректировать и сделать, потому что невозможно всю книжку в тренинге, например, рассказать, просто на это времени не хватает. Так что у меня была такая, как сказать, такая очень морально высоко миссия, вот такого плана. Ваша книга называется «О продажах с любовью». Вот расскажите, как любовь может быть связана с продажами? Вот, хорошо, что я так назвала, потому что меня про это спрашивают. Как она связана? Я вообще считаю, уверена абсолютно про то, что без отношения правильного к своей профессии, без любви, ну, там, назовите это как без симпатии, да, чтобы громкими словами не говорить, невозможно вообще свою профессию качественно выполнять. И очень часто бывает история про то, что это еще с советского периода, что все-таки продажник, торгаш – это вот какой-то нехороший человек, которого задача обмануть и так далее, и так далее. Но мы с вами спекулянты их еще называли. Да, спекулянты, да, там и так далее. Но дело в том, что мы живем с вами в современном мире, и все максимально прозрачно сейчас. И вот эти вот все фишки, конечно, они больше маркетинговые все-таки. Но когда человек доходит до человека, у которого покупает, очень важно, чтобы тот человек, который продает, очень любил то, что он делает. Он любил людей. Ему было желание ему помочь этому человеку, не обмануть его, а помочь. И поэтому я считаю, что эта история про коммуникацию, про отношения и про любовь. Ни в коем случае не про обман, как мне иногда заказывают. А можете там нам рассказать какие-то фразы, чтобы он прям взял и купил? Я говорю, наверное, могу, но не буду. Ну, правда, не моя история. Потому что этот человек, он все равно дойдет домой. Он все равно поймет, что его обманули. Вам это зачем, если вы хотите, чтобы он вернулся, да, и продолжал пользоваться вашими услугами? Ну, так. То есть отсюда можно сделать вывод, не зная продукта, вы его не продадите. Абсолютно. А продукт нужно не только знать, но еще и любить. Вот у меня такой вопрос. В принципе, все продажи, они строятся именно по некоторой схеме, стандарты обслуживания. Есть определенная этапность. Насколько это помогает в жизни человеку, даже с продажами не связанными? То есть ты должен знать себя, чтобы себя успешно также продать тому же работодателю. Вот насколько это важно? Я бы немножко разграничила то, что вы говорите. Все-таки, если мы говорим про стандарты и про некую схему, то это, конечно, очень неплохо, потому что это так, стандартизированная деятельность, которая скорее важна руководителю, как он будет контролировать, регулировать этот процесс. Если мы с вами говорим вот про продажу себя работодателю в том числе,
то это все-таки умение качественно общаться по-деловому. Вот это такой навык, который у нас, к сожалению, пока только развивается. Все-таки мы еще как-то вот не можем где-то разграничить вот это вот общение дружеское от общения делового. Нам кажется, если деловое, это очень далеко, а дружеское очень близко. А если мы говорим все-таки про деловое общение, то это, знаете, как с теплом в очах, но жестко на задачу. Это совершенно не исключает хороших отношений, но при этом никто не забывает, зачем мы с вами здесь общаемся. И поэтому, если мы говорим про вот этот навык, допустим, для работодателя, мы же с целью определенной идем, мы же не просто подружиться с работодателем идем, мы вообще как бы хотим себя предложить таким образом, чтобы нас купили. Высококачественного специалиста Конечно. на работу мечты. Конечно, абсолютно. Спасибо про работу мечты. У меня в интернете как раз есть целый проект на эту тему. Я, знаете, чего хотела еще сказать про эту вещь вообще, да? Потому что я думаю, что нас же смотрит Республика, и в Республике продается. Спасибо, кстати, компании «Бичик», но чуть попозже я так думаю об этом. Я, знаете, что хотела про это сказать? Что если вы эту книжку прочитаете не только с точки зрения продаж, а с точки зрения коммуникации, дорогие женщины, там есть классная такая тема, которая называется «Управление конфликтом». Вот, прочитайте, вникнитесь, и вы со своим супругом никогда в жизни ругаться не будете после этого. Я думаю, кстати, не только женщинам стоит уметь регулировать конфликты. Конечно, и мужчинам тоже. Кому еще может быть полезна эта книга? Ну, вы знаете, спасибо, кстати, коллегам, которые из района, сейчас не вспомню, к сожалению, которого, они, например, нашли применение. Они вообще купили целую пачку и подарили своим выпускникам, как некую такая помогайка на будущее. Она полезна всем, кто хочет узнать что-то про коммуникацию. Потому что здесь не очень много про продажу, прям как, вот, как вы сказали, про технологию, там, делай раз, делай два, делай три. Хотя там есть и упражнения, и самоанализ, есть многие вещи, которые можно сделать. Она скорее все-таки про то, как качественно общаться так, чтобы достигать результата. И его можно применять везде. Я когда вообще начинала заниматься продажами, конечно, полигон тренировочный был дома. У меня муж даже говорил, ну что, опять? Я говорю, подожди, вот я сейчас точно говорю, сейчас опять, а вот это вот потом. Скажи, как ты реагируешь. Ну, это все рабочие инструменты. А вот какой тираж у данной книги и где ее можно будет приобрести? У нее тираж 3000. Ее приобрести можно в сети «Бичик», который сейчас называется «Аяр», потому что произошел ребрендинг. Вот. И, соответственно, в сопутствующих магазинах, кто сотрудничает с компанией «Бичик». Насколько я знаю, Горпечати продается она. В районах, где представительство есть компании «Бичик», она продается. Или вы можете это сделать у меня, потому что на самом деле вот эта книга уже забронирована. Я там регулярно каждый день хожу на почту и отправляю ее по всей стране, потому что люди просят. Еще у меня вот такой вопрос, он буквально несколько слов. Сейчас, во время современных популярных технологий, вот этих вот новых, насколько это будет важно именно для онлайн-продаж? Согласна с вами, очень хороший вопрос, потому что, собственно, когда она уже издавалась, уже была история с пандемией связана, да, то есть мы уже пережили этот момент. Ну, давайте так, конечно, немножечко по-другому строится коммуникация в онлайне, ну, просто потому что по-другому. Но при этом вся эта история про коммуникацию никуда не девается. Там такая же есть ситуация с первым впечатлением, которое мы производим, там, например, шапкой профиля, если мы говорим про какую-то вещь, про такие, как своим позиционированием на рынке и так далее, и так далее. То есть если это все немножечко по другой призме посмотреть, то становится понятно, о чем вообще идет речь, почему человек так или иначе реагирует. Хотя в последнее время вот этот запрос на то, как, например, в Директе общаться в других мессенджерах, он вырос. Поэтому мне даже интересно самой в этом порыться, покопаться. И есть ощущение, что когда мы будем это переиздавать, там появится глава, чего делать с мессенджером. Вот так. Большое вам спасибо за такое развернутое и информативное, и полезное, я думаю, для многих интервью. Ну, а далее нас ждут полезные советы. Раздражители. И на работе, и в быту нас преследуют мелкие раздражители. Однако с ним можно справиться всего за несколько минут. Отрегулируйте высоту стула, вызовите программиста, чтобы он настроил нужную программу. Избавьтесь от раздражителей. Утомляемость. Побороть офисную утомляемость можно с помощью чистой воды, свежего воздуха и движений. Пусть на вашем столе стоит стакан или даже графин с водой. Не тратьте свое время обеда, не сидите в социальных сетях, пообедайте и отправляйтесь на прогулку, хотя бы на 10 минут, в мороз и в жару. Не забывайте также проветривать помещение. Канцелярия. Проверьте, есть ли у вас под рукой все необходимые канцелярские принадлежности.
Избавьтесь от ненужных и сложите все необходимое в ящик или в специальный стакан для ручек и карандашей. Рабочий стол. Сделайте уборку на рабочем столе, оставьте все необходимое. Протрите стол и монитор. Проводите такую уборку минимум раз в неделю. Вас не будет раздражать и отвлекать беспорядок. Планирование. Для планирования дел на день можно завести рабочий блокнот и записывать задания и объединяя их в группу. Так ваши дела будут всегда перед глазами. Если удобно, используйте стикеры. Шумные коллеги. Коллеги решили обсудить итог футбольного матча или отпраздновать 23 февраля. Как раз тогда, когда вы пишете отчет. Будьте дружелюбны, попросите говорить тише. Чаще всего это работает. Или используйте наушники с шумоподавлением. Либо храните в ящике стола беруши. Звонки с чужих телефонов. Если вас отвлекают звонки коллег, попросите офис-менеджера расклеить табличку «Режим без звука». Многие коллеги будут только рады. Хорошего настроения и отличного дня! Евгения Левина, финалист конкурсов National Geographic и «Самая красивая страна». Сегодня работы фотографа-анималиста из Нерюнгри востребованы как в республике, так и за ее пределами. Наш корреспондент из Нерюнгри Ирина Кичигина расскажет, как фотограф помогает пережить подопечным эту зиму. Сегодня мы договорились о встрече с художником-анималистом Евгенией Левиной. Помимо фотоохоты, она подкармливает птиц прямо у себя за окном. Давайте посмотрим на эту необычную кормушку. Для нашей героини фотографировать животных и птиц – это хобби. Первыми еще осенью на кормушку прилетают синицы, потом присоединяются воробьи, за ними дятлы, а последними прилетают чечетки. Они же и последними покидают зимнюю столовую. С приближением весны птиц на моей кормушке становится все меньше и меньше. Они прилетают все реже и реже. Корма уходит тоже меньше. Вот. Но один интересный факт есть про чечеток. Их наоборот становится больше. Если зимой, в январе-феврале прилетает маленькая стайка, 10-15 штук, то к марту и к апрелю наоборот их становится целая огромная стая. До 100 штук я насчитываю. Они сидят вот там на проводах и ждут, когда освободится кормушка, и по очереди прилетают и клюют семечки. Вот такие интересные птицы. К концу апреля все пропадает, птицы исчезают. И я понимаю, что все, они улетели на свои гнездовья. Сойка, кедровка, поползень, бурундуки и белки умеют быть настоящими фотомоделями, если попадают в кадр к Евгении Левиной. Фотограф-анималист – одна из интереснейших профессий. Разные птицы предпочитают разные виды корма. Все птицы любят семена, любят какую-то крупу. Я много читала, прежде чем кормить своих подопечных. Мои курочки, я их так называю. Курочки – это воробушки, наверное, потому что они любят пшено и клюют его. Вот я кормлю пшеном. Воробьи предпочитают его, но тоже и семена, семечки любят. Для чечеток и синиц я специально покупаю семечки и орехи. Так как у чечеток очень мелкий маленький клювик, и им тяжело расщелкнуть семечки, то я покупаю им очищенные семечки и в блендере перемалываю орехи. Сало – это для дятлов. Они большие любители сала. Тоже я прочитала, что можно зимой их этим кормить. Но они тоже не отказываются и от орехов, и от семечек. Зима уже на исходе. Пернатые ждут тепла не меньше, чем мы. А Евгению ждут новые интересные кадры. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Мы подводим итоги нашего конкурса, посвященному 23 февраля. И мы рады сообщить о том, что у нас появился победитель, который лидировал по количеству лайков. Им стал участник под номером 2 под названием «Мой мужчина – самый лучший агроном». Фото разместила мама участника, написав теплый пост о сыне со словами:
Горжусь тобой, желаю, чтобы все тебе давалось легко, без препятствий. Всегда с тобой, твоя мама. Мы просим связаться победителей с редакцией по нашему WhatsApp номеру 8 914 273 44 88 для получения подарков. Ну а также хотелось бы поблагодарить магазин 220 вольт за предоставленные призы. А вот эти замечательные подарки ждут своего обладателя. А на этом мы подходим к концу нашего эфира. Друзья, всего доброго, хорошего вам начала этой короткой рабочей недели и отличного настроения. До новых встреч, до завтра.